Далеко не до детских разборок может довести ссора детей. В последнее время новостные ленты ингушских пабликов пестрят скандалом взрослых, который якобы дошел до критической точки из-за разногласий между детьми. Истории, когда родители лезут в отношения своих отпрысков, встречаются везде, особенно в школах. Это подтверждают и педагоги, которые проводят со школьниками большую часть времени. Мария Хамчиева готовит учеников своего класса к уроку физкультуры. 46 лет работает учителем начальных классов. За эти годы выстроила свой подход к обучению и воспитанию детей. В ее классе действует такая установка: школа – семья, а она – школьная мама. И считает себя обязанной разрешать все конфликтные ситуации, происходящие у своих учеников на территории школы. Ну а родители в таких инцидентах только усугубляют ситуацию. Если мы сами не будем, родители, я имею в виду, усложнять все, дети разберутся сами. И подружатся, и помирятся. В лицее МАГАС с детьми работают 2 школьных психолога. Конфликтные ситуации считают неизбежными в такой среде. И часто им приходится иметь дело с родителями, которые бросаются защищать своих детей сами. Однако правильно на происходящее реагируют далеко не все взрослые. Отмечают, дети, как и семьи, разные. И каждому индивидуальный подход. Некоторые школьники ведут себя более агрессивно. Тяжело поддаются терапии. Систематически нарушающих правила поведения здесь ставят на учет. С ними проводят работу по различным методикам. Беседу проводим, тесты проводим с детьми, беседы с родителями, наблюдаем во время перемен, уроков. Такого ребенка наблюдаем, смотрим за его школьной успеваемостью. У них у всех разное воспитание, разный уровень образования, культурный уровень, у родителей в том числе тоже. Очень важно, как ведет себя и учитель при ребенке, ведь его поведение тоже сказывается на психике ребенка не меньше, чем родителей. Встречаются такие случаи, когда сам педагог позволяет себе ссориться при детях со взрослыми и устраивать разборки на повышенных тонах. Такое поведение прежде всего говорит о непрофессионализме учителя. В лицее МАГАСа подобных жалоб на педсостав не было. Как заявил заместитель директора по воспитательной части, эти вопросы серьезно контролируются. Ни в коем случае нельзя их оскорблять детей, задевать их какие-то личностные проблемы. И если мы работаем с детьми, мы стараемся это делать индивидуально, не в классе. А потом мы в классе проводим определенную беседу, которая включена в нашу воспитательную работу. Безусловно, психологи едины во мнении, что бывают случаи, когда взрослому стоит проявить инициативу в разрешении некоторых конфликтов. Например, когда педагог переходит границы с учеником, ведь ребенок не может за себя постоять сам. Или если притесняют старшеклассники. Но вопрос, как он должен действовать, точно не на эмоциях, заверяют психологи. Если ребенку угрожает какая-нибудь физическая или психологическая опасность, конечно же, нужно взрослым вмешаться. Но если речь идет о каких-то вещах, с которыми он, в принципе, может справиться сам, если он не просит о помощи, тогда нужно дать ему справиться самому. И опять же, помощь совсем не означает, что нужно пойти там кого-то побить. Помощь означает, что в какой-то степени нужно с этим разобраться, помочь ребенку и восстановить какую-то справедливость. Пытаясь решить даже любой мелочный конфликт, родители сами же лишают своих детей опыта поведения в сложных ситуациях. Ребенок, привыкший к постоянной гиперопеке со стороны мамы или папы, не учится быть самостоятельным. По мнению психологов, это сказывается и на их взрослой жизни. Школьные психологи делятся: порой в конфликтных ситуациях дети себя ведут намного адекватнее взрослых. Никому не надо. А что нужно делать? Просто помириться. Помириться? А ты часто ругаешься? Иногда. И как ты с ними миришься? Они сами идут мириться. А ты не идешь никогда мириться? Иду иногда. С друзьями нужно вести хорошо, адекватно. Дрались, бегали за ними из-за ерунды. Но потом мы сразу мирились. А маме, учительнице ты сообщаешь, если бывает какой-то скандал с друзьями? Скандал? Нет. Почему? Но это не секрет, просто
это не личности. Просто это мы ссоримся из-за ерунды. Я это понимаю, и мои друзья понимают. Обращения по поводу детских ссор, когда родители жалуются на чужого ребенка, часто поступают и к детскому омбудсмену. По словам Заремы Черкиевой, поведение родителей, которые пытаются защищать интересы своих детей, руководствуясь эмоциями, очень мешает работе. Пытаясь разрешить конфликт, взрослые сами доводят все до точки кипения. Бывают моменты, когда другой родитель оказывает и на нас, и на всех давку, психологическую давку, там родственников подключает, чтобы мы того или иного ребенка поставили на учет. Но вы понимаете, защищая права одного ребенка, мы ни в коем случае не можем ущемить права другого ребенка. Это когда нам выгодно, мы включаем свой ингушский менталитет. Когда он нам не выгоден, мы включаем закон. Когда мы пытаемся решить ту или иную проблему через закон, то нам родители говорят: мы ингуши, мы свой вопрос сами закроем. Если говорить о нашем менталитете, то среди ингушей всегда считалось недостойным и непозволительным портить отношения из-за детей. Ведь они быстро забывают не только саму ссору, но даже причину разногласий. Сейчас же родители тяжело реагируют даже на объективные замечания педагогов в адрес детей. Школьным психологом Елизавета Хаматханова работает более 17 лет. Делится случаи, когда взрослые вмешиваются в разборки школьников. За последние годы участились в разы. Воспитание мы знаем, какое раньше было, да? Оно было немножечко такое, вот можно так ребенка и поругать. Сейчас родители, к сожалению, у родителей нету терпения, иногда ведут агрессивно, даже, можно сказать, хуже даже ребенка. Грустных историй, возможно, не было, если бы взрослые вели себя более осознаннее. Специалисты подчеркивают, любой конфликт – такой же образовательный процесс, как и другой. Он помогает ребенку учиться справляться со взрослыми конфликтами. И в конфликтных ситуациях взрослому важно проявить терпение, дать возможность ребенку успокоиться, поговорить о причинах ссоры и сделать полезные наставления. В любом случае, ребенок же ребенок. И с ребенком нужно его воспитывать, нужно разговаривать с ним. Но я никогда не советую ни родителям, ни кому-либо быть агрессивным с ребенком, потому что это ничего не даст. Диана Дударова, Хамзат Халухаев. Новости 24.